320 участников для детского турнира по самбо – цифра отнюдь не маленькая. Более того, цифра, которая значительно выросла по сравнению с прошлым годом и предыдущими. Объяснение этому содержится в географии, которую в этом году охватил турнир. А стала она заметно шире. Абхазия, Северная и Южная Осетия, Карачаево-Черкесия, Адыгея и разные города и регионы России. Прибрежные города-соседи Адлер, Сочи, Дагомыс, Лазаревск, а также Краснодар, Ростовская и Кировская области. Конечно, это повысило конкуренцию и создало отличные предпосылки для высокого накала страстей. Уровень соревнований был высокий по накалу. Есть среди юных участников очень техничные дети, перспективные. Я хочу отметить рост также наших абхазских спортсменов, дети. Хочу поблагодарить спонсорскую помощь от нашего доблестного комфона, который помогает не только в нашем виде единоборств, как самбо и дзюдо, но и в других тоже. Борьба шла в 32 весовых категориях среди мальчиков и девочек. Наибольшее количество первых мест досталось абхазским борцам из Сухума, Очимчира и Ткуарчала. Всего 14, что в сумме определило победу нашей команды. 6 первых мест завоевали сочинские спортсмены и принесли второе место своей команде. Третье место в общекомандном зачете досталось городу Краснодар. Один из тех, кто принес первое место нашей команде, Инал Гамгия, ставший сильнейшим в весовой категории до 34 килограммов. Пришел, увидел, победил. Примерно так он выступил на этом турнире. Я вообще не по самбо, я по вольной борюсь. Просто пришел побороться. Очень сильно настроился на победу. Очень сильно хотел выиграть и выиграл. Леа Аршба также не занимается самбо, предпочитает дзюдо. Однако в турнире участвует уже 6 лет. И победа в категории до 46 килограммов, признается она, не составила ей труда. Вообще настраивалась на первое место, но когда увидела соперницу, думала, что проиграю, но так выиграла. Вообще соперники бывают очень сильные. У меня сегодня одна соперница, и поэтому было, так, легко. Ребята год от года показывают все более качественный уровень борьбы. Очень это приятно. К сожалению, у нас наша большая такая проблема в плане того, что нам тяжело участвовать, пробиваться на международный уровень. У нас одна дорога сейчас в данный момент, это через Российскую Федерацию. А там у нас большая проблема от допуска. У нас не допускают, как команду Абхазия, и мы пытаемся через различные регионы выставлять своих спортсменов, а это огромная проблема. На самом деле у дзюдо и самбо в Абхазии гораздо больше проблем, которые являются предметом отдельного, причем очень актуального разговора. Главное событие все-таки это праздник, подаренный детям при финансовой поддержке компании «Аквафон». В преддверии главного праздника – Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии. В дни празднования 19-й годовщины нашей победы народом Абхазии, это, конечно, символично, что мы вспоминаем молодежь, мы помним о детях. Мы знаем, что наши маленькие мужчины и наши девочки маленькие, наши будущие защитники должны проявить себя, должны одержать свои маленькие, а может быть для них и огромные победы. И мы всех поздравляем с праздником 19-й годовщины победы Абхазии. Через год состоится юбилейный турнир, 10-й по счету, в канун юбилейной 20-й годовщины победы. Организаторы планируют, и мы надеемся, что соревнования пройдут на должном уровне, а дети за ценой победы не постоят. Денис Кузьмин, Рамо Камке, Валерий Агума, Абаза ТВ.